Здравствуйте, это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Темыров. 17 февраля суд изменил меру пресечения ректору Арктического государственного агротехнологического университета Ивану Слепцову. Об этом сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета. Ректор содержался под стражей с 27 ноября 2020 года. Напомним, уголовное дело в отношении Ивана Слепцова возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». Он подозревается в незаконном получении из федерального бюджета более 250 миллионов рублей на обучение 136 несуществующих студентов. Инспекторами ПДН выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Так, в ходе проведенного рейда инспекторами было выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Продавец магазина, расположенного по улице Ливаневского города Якутска, реализовал алкоголь несовершеннолетнему, не поинтересовавшись его возрастом и документами. Вся алкогольная продукция была изъята на месте. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, санкциями которой предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 4 нерюнгринцев вымогали деньги у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Они рассчитывали на то, что жертвы не станут обращаться в полицию. Так, в Нерюнгринском районе завершено расследование уголовного дела о вымогательстве в отношении участников организованной группы, сообщает пресс-служба МВД Республики. 4 обвиняемых в возрасте от 29 до 40 лет обвиняются в вымогательстве, грабеже, угоне и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ранее судимый 40-летний житель города Нерюнгри, стремясь обогатиться и укрепить свой авторитет, организовал группу из числа своих знакомых для вымогания денег. Деньги они вымогали у лиц, причастных к незаконному обороту синтетических наркотиков. По версии следователя, обвиняемые рассчитывали на то, что данные лица не станут обращаться в правоохранительные органы. Они не могли знать того, что потерпевшие сами были под наблюдением оперативников, говорится в сообщении. Расследование уголовного дела продолжается, на период которого всех фигурантов заключили под стражу. В Мирнинском районе раскрыта кража свыше 40 тысяч рублей с банковской карты. Так, в дежурную часть Удачнического отделения полиции с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его кошелек и банковскую карту, с которой впоследствии были сняты денежные средства в размере 40 500 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний мужчина. Установлено, что потерпевший потерял свой кошелек в баре. Выпавший в кошелек подобрал подозреваемый и, обнаружив в нем банковскую карту с пин-кодом, решил проверить ее на наличие денежных средств. Пройдя до ближайшего банкомата, он снял 40 500 рублей. Похищенные деньги потратил на алкогольные напитки и продукты питания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Республиканская прокуратура сообщает, что с начала этого года на территории региона зарегистрировано 1022 преступлений. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, с 216 до 169 уменьшилось количество преступлений против жизни и здоровья. При этом совершено 13 убийств, их раскрываемость составила 100%. Отмечен рост преступлений против собственности с 405 до 524. Правоохранительными органами выявлено 48 преступлений экономической направленности, а также 9 преступлений коррупционной направленности. Отмечено снижение преступности среди несовершеннолетних на 42,9% или с 35 до 20. Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории республики совершено 5 преступлений, что на 61,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений, совершенных жителями других регионов, уменьшилось на 35,7% или с 14 до 9. Не снижается количество преступлений, совершенных женщинами. Ими совершено 104 преступления против 102 за период января 2019 года, передает пресс-служба прокуратуры республики. А теперь к происшествиям из-за предела региона. Так, в Новосибирске возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на женщину с детской коляской. Так, как сообщает Следственный комитет, 15 февраля в Кировском районе Новосибирска 48-летний мужчина за рулем иномарки вступил в конфликт с 36-летней женщиной. После ссоры водитель наехал на нее на машине. Женщина упала вместе с коляской, в которой находился ребенок. Позже у нее диагностировали перелом ноги. Мужчину задержали, с ним работает следователь.
следователи. По информации Следственного комитета, раньше он был осужден за кражу. Теперь ему грозит уголовная ответственность за покушение на убийство. Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев получил 5 лет условно. Об этом сообщает ТАСС. Так, Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента Роснефти Виктора Ишаева к условному сроку на 5 лет со штрафом 800 тысяч рублей по делу о многомиллионной растрате. Суд также частично удовлетворил иск Роснефти, взыскав с Ишаева около 7,5 миллионов рублей. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч.